Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Нет. В Якутии возбуждено уголовное дело о незаконных организациях и проведении азартных игр, совершенных организованной преступной группой. Следователями регионального следственного комитета России совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Саха-Якутия при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что трое жителей города Якутска в составе организованной преступной группы в период с мая 2018 по апрель 2019 года незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в виде покерных игровых столов, игральных фишек, игральных карт в помещении, которое расположено на улице Ильминская в городе Якутске. В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из активных участников организованной преступной группы был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под домашний арест. В настоящее время в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжаем обзор происшествий. Мошенники похитили у жителя Нерюнгри свыше 500 тысяч рублей. Как мужчина пояснил правоохранителям, на его сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился главой фирмы, занимающейся интернет-технологиями, и предложил удаленную работу в сети. Потерпевший согласился. Для этого он отправил на электронную почту псевдоработодателя изображение паспорта и банковской карты с лицевой и оборотной стороны. Затем на телефон потерпевшего стали приходить СМС-сообщения с кодами, которые он тоже передал злоумышленникам. После чего мужчине стали поступать сообщения о списании денежных средств с его карты. Тогда потерпевший понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию. Проводится проверка. А в Ленском районе в суд направлено дело по еще одному мошеннику. От хищений потерпевшего спасло лишь то, что на его счету просто не было денег. Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество с использованием электронных средств платежа». По версии следствия, обвиняемый, используя не принадлежащую ему кредитную банковскую карту, предполагая, что на счете карты имеются денежные средства, дважды совершил попытку ухищрения денежных средств путем обмана работника магазина и произведения оплаты за ювелирные изделия на сумму 30 тысяч и 18 тысяч рублей. Но довести свои незаконные действия до конца не смог ввиду отсутствия денежных средств на счете банковской карты. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники полиции и мы в очередной раз предупреждаем, чтобы не стать жертвой мошенников, в первую очередь необходимо быть бдительными и следовать простым правилам личной финансовой безопасности. Ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам свои паспортные данные, номера принадлежащих вам банковских карт, со счетов, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию. А тем временем в одной из гостиниц столицы республики был задержан мужчина, который буянил и выбил дверь. Пикантности истории добавляет то, что в его нижнем белье был обнаружен спайс, а номер в гостинице он снимал, чтобы втайне от жены употреблять наркотики. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Прибыв по адресу, полицейские задержали 29-летнего безработного уроженца Усьмайского района. В ходе проведенного досмотра у мужчины в нижнем белье был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с веществом синтетического происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством спайс весом около 1 грамма.
Со слов мужчины, комнату в гостинице он снял для употребления наркотика втайне от жены. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На этом пока все. Берегите себя и свои финансовые накопления.